Кому выгодно покрывать преступников в стране? Досмотрите это видео до конца и узнайте, как в Таджикистане легко можно остаться безнаказанным. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Приговор суда Гисара, согласно которому обвиняемый в изнасиловании девочки был осужден на 5 лет заключения и сразу же амнистирован в зале суда, вызвал бурное возмущение в соцсетях. بالغ 13 ساله که 6 ماه پیش طفل به دنیا آورد با کمک مادر و بیبیش او را بزرگ می کند. او ادعا دارد که سال پیش از سوی یک مرد خویشش تجاوز و حامله دار شد. Многие пользователи осудили решение судьи, назвав его безразличием к аморальным действиям в отношении несовершеннолетних. Семья 13-летней девочки, родившей ребенка от насильника 7 месяцев назад, также не согласилась с приговором и обратилась с апелляцией в Верховный суд. Родственники амнистированно считают приговор Гисарского суда справедливым, а обвинение в изнасиловании – клеветой. Журналисты местных СМИ отправились в суд Гисара, чтобы узнать мотивы судьи и выяснить обстоятельства нашумевшего дела. Однако в суде сказали, что дело находится под грифом секретности, поэтому от любых комментариев отказались. Самого же судью тоже найти не удалось. Очень интересно, почему дело обычного таджика находится под грифом секретно. Интересно, кому это выгодно? 9 декабря суд Гисара приговорил обвиняемого в изнасиловании девочки к 5 годам лишения свободы, а затем амнистировали. Последний закон об амнистии был принят в октябре 2019 года. Представители суда и адвокаты потерпевшие сообщили, что поскольку инцидент произошел в августе прошлого года, а закон об амнистии был принят в октябре того же года, то закон может быть применен к обвиняемому. Но вот сама 13-летняя девочка не согласна с приговором суда. Она рассказала, что когда в суде ей дали слово, она рассказала, что сам акт был не по ее воле. Мужчина ее ударил, и пока она была без сознания, совершил преступление, говорит девочка. Несмотря на мои показания, его освободили из зала суда, а вначале говорили, что он отправится за решетку как минимум на 10 лет. Родственники амнистированного сообщили на условиях беседы без микрофона, что приговор был справедливым, так как обвинения были клеветой. Все, что они говорили о моем сыне, клевета. Даже неверно указали возраст моего сына. Ему 32, а не 42. Анализ ДНК также был отрицательным. Я знаю, что из себя представляет эта девочка, а всю вину возложили на моего сына, сказала мать молодого человека, отказавшись от дальнейших комментариев. В прошлом году Human Rights Watch заявила в своем отчете «Насилие на каждом шагу», что насилие в отношении женщин остается серьезной проблемой, но правительство Таджикистана делает недостаточно для ее решения. Но Сабахат Махмадалиева, специалист по связям с общественностью Комитета по делам женщин, сказала, что их анализ показывает, что насилие в семье снизилось по сравнению с предыдущими годами. Как вы относитесь к этому делу и к тому, что семья виноватого считает, что это все клевета? Да и в принципе о ситуации с насилием в стране. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Нам очень интересно ваше мнение. Министр внутренних дел Таджикистана сообщил журналистам, что за 6 месяцев нынешнего года в стране было зафиксировано 16 случаев изнасилований. Неизвестно, сколько подобных случаев остались за 7 печатями. В правовой инициативе говорят, что только в этом году в организацию поступило 12 сообщений о фактах изнасилования и других аморальных действий в отношении несовершеннолетних. Но это только те, которые нашли в себе силы обратиться, а не подверглись тому, что обычно жертв осуждают и решили доказать свои права. Но таких, к сожалению, очень мало, ведь многие таджикские женщины даже не знают свои права. Будем надеяться, что развитие технологий изменит как-то эту ситуацию и общество станет более ответственным. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.